Марфу! Спасибо! Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо большое. Поприветствуйте моего соведущего Ислама Мамергова. Даже сесть не успел, вот. Да и ладно. Сегодня без песни. Хорошо, садись. Спасибо, Ислам. Что ж, добро пожаловать к нам в студию. У нас здесь прекрасная атмосфера. Мне приятно было наблюдать за нашими зрителями. Что ж, суббота, вечер, Грозный, студия 94. Поехали. Как ты, Муса? Нормально. Что у тебя нового? Нормально, все Я хорошо. вижу, пиджачок у тебя такой стильный. Спасибо. Сегодня. Как у тебя дела? У меня все хорошо. Как прошла твоя неделя? Дальше. Ташаха. Да, скоро лето. Последняя неделя, можно Да. сказать, начинается. Я хочу сказать, что начали приезжать наши соотечественники, которые живут за пределами нашей республики. Наши иногородние машины появляются, иногородние номера. Друзья приезжают, старые знакомые, кто сейчас разъехался там в Тюмени, а не в Якутии. То есть обстановка нестабильная в России, ты хочешь сказать? Нет, я хочу сказать, что лето, и возвращаются наши друзья, наши братья, те, кто живет не в пределах Чеченской Республики. Это радует, что я хочу Что ж, сказать. пока Ислам формулирует мысли. Да, молодец, видите, как он меня подкалывает. Я просто хотел сказать, рад видеть и добро пожаловать в Чечню, приезжайте, пополняйте бюджет Чеченской Республики. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Что? Еще самое, что интересное, приезжает много иногородних машин с иногородними номерами, и в тему наши гаишники их не останавливают. Ты наших гаишников видел сейчас? Как раз уже потеплело. Ты их сейчас видел, наших гаишников? Когда они в рубашках. Я пешком хожу. Они в рубашках, у них такие всякие, на подбор бывают, все такие накачанные гаишники у нас. Очень мне нравятся наши гаишники, кстати. Ты тоже говоришь, что тебе нравится, тебе права надо поменять. Нет. Тебе нужно права поменять, говори, что они хорошие. Что ж, ну, это отлично, да, мне действительно надо менять права, гаишники молодцы. Добро пожаловать в Чеченскую Республику нашим соотечественникам, хочу сказать, это ваша республика, хорошо, что вы приехали. Начнем, как всегда, с новостей, а потом уже мы перейдем к твоим наблюдениям. Хорошо? Хорошо. Ты логичный сегодня. Да, я сегодня крайне логичный. Что ж, друзья, новости в студии 94. Итак, в Госдуму внесен проект об увеличении предельного возраста для назначаемых президентом работников прокуратуры. Нынешний предельный возраст составляет 65 лет. Согласно проекту, эта цифра будет увеличена до 70. Это хорошая новость, особенно учитывая тот факт, что позавчера генпрокурору России исполнилось 64 года. Я думаю, это отличный подарок. Продолжаем. И хорошие новости опять. Американские ученые выяснили, что мытье посуды позволяет человеку сохранять не только физическое, но и эмоциональное здоровье. Девушки, слышите? Так что все нормально. Да, женщины, все ради вас. Все ради вас. Я хотел купить как раз, думаю, куплю мойку для посуды. Думаю, не надо. И еще новость, которая бурно обсуждалась на днях. В австралийском городе Голберн пошел необычный дождь. Вместо капель воды на местных жителей с неба обрушились пауки. Дождь из пауков стал настоящей неожиданностью, особенно для местного романтика, который собирался сделать предложение своей девушке под дождем. Она сказала нет, зато теперь у парня есть суперспособности. Что ж, это были все новости на сегодня в студии 94. Спасибо. Ислам, Да. ты наверняка опять кого-то хочешь распиарить, теперь это так называется. Ну, как бы, да. Ну, это уже пиар-ход такой. Мне заплатили. Я уже начинаю на этом делать деньги, так что обращайтесь. Я нахожусь на ЧГТРК Грозный. Сегодня тебя слушать одно удовольствие. Да? Я как песня льюсь. Да. Что, Ислам, давай перейдем к твоим наблюдениям. Что ты опять нарыл на этой неделе? Песня, видеоклип? Песня. Сам человек может судить. Песня, музыка. Музыка синтезаторная, слова Отвратительные. отвратительнейшие. Это называется, знаешь, вообще не думал человек. Просто взял ручку и писал. Вот так, по-моему. Ну, давай ты послушаешь это, и ты все поймешь. Итак, да.
Спасибо. Что это было? Давайте поаплодируем этому. Молодец! Все, Многогранная личность, я вообще, скажу. да. Все, что было в голове, то и спел, бывает. Ну, правильно. Как он? Счастливый. Сейчас ситуация такая, надо быстро все сказать. Нет, мне знаешь еще кто вот эти, вот это, прикинь, вот эта музыка, где-то двор в микрорайоне, вот эти вот парни в этих вот кепках с коротким козырьком, белые, белые носки, вот эти вот мокасины порванные, и вот эти танцы. Включите, вот мне вот это я хочу показать, это очень, ну так не... Ты танцы хочешь? Да, вот эти танцы, вот эти, вот эти, видите? Поэтому как раз сходятся вот эти. Есть они вот эти вот лежачие, бывает, лезгинка. Знаешь, есть брейк такой лежачий, есть лежачая лезгинка вот это вот здесь. Вот такая. Они эту лезгинку Ну, это не превратили... лезгинка, это грех называть лезгинкой на самом деле. Нет, ну они думают, что это лезгинка. И вот Нет. здесь-то, понимаешь, Вот и из-за друзья, этого- «Ю, давай, и то чем ниже, тем лучше бывает. Пройти Пройти под бокалами, бывает, под планкой, вот эти вот, у них сейчас вот такие вот. Я И знаю. потом это все добивается задним сальтом. понимаешь? Это вот, это не лезгинка. Это Да, всё? да, все. Аплодисменты, друзья, исламу, его наблюдению. В общем, да, главная часть сегодняшней программы. У нас сегодня в гостях суперзвезда Северного Кавказа, заслуженный артист Чеченской Республики Ринат Каримов. Ваши аплодисменты! Ей! Машу! Мы тебя встречаем, видишь? Нашел. Это наш любимый Ренат. Да, Ринат, Мы добро можем называть пожаловать. тебя же наш? Да, Хоть свой, да, называют? Вот так хотел сказать? Да, вот так. да. Волнуется, по-моему, молодой человек Да, сегодня. не Вам не волнуется. кажется? Меня больше интересует, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. да. Меня больше интересует, а почему именно вот эта песня? А не, например, вот «Буруки на калюки». Не, у него- Дуня. У него в песне, когда он эту песню пел, такой же пиджак, как у тебя был. Вот просто мы решили вот под Да. твой пиджак петь. Это один из тех гостей, которых мы, ну, лично как бы не были друзьями. Так что сегодня будет Да. знакомство не только вас с Ренатом, с другим Ренатом, ну и нас. Поэтому наш диалог сегодня будет немного напряженным. Да, да. Что ж, Ренат, вот. Блеск. Вместо вопросов белый лист. Это примерно гонорар Рената за участие в сегодняшней программе. Ренат, Да-да, я добро слушаю. пожаловать еще раз в Чеченскую Республику, во-первых, к нам в студию. Ты же не часто бываешь в республике. Теперь Почему ты... не часто? Бывает часто. Бывает, Часто он да. бывает на каждой свадьбе. Не, ну на такой нормальной свадьбе. Не, ну теперь же ты как все, суперзвезда, состоявшаяся. Теперь не тот Ринат Каримов, которого раньше говорили, ну это чеченский Билан, на которого говорили раньше. Сейчас ты превратился в серьезного, в загадочного в какой-то мере артиста. Как раз я себя тогда больше звездой считал, чем сейчас. Серьезно. Да. Мы тоже. Это когда эти шестиструнная гитара, все Ну дела, да, да. тогда, да? Да. Ты себя считал, Сейчас мы по земле передвигаемся. все, да? Все Все, нормально. ты спустился, ты понял? Ты необычно веселый гость, вот что я тебе скажу. У нас Ну, вы подготовились уже, тут шутите нет, полчаса. в том-то и дело. А я сижу, напрягаюсь там. Нет, в том-то и прям- дело, что если бы мы готовились, мы были бы супер программой. Это Вышел, что? только что приехал, как говорится, с корабля вот, на бал. Ренат, у тебя концерт скоро должен быть. Да. Не, я хочу просто сказать, что... А как он оживился? Да? Сразу. Ну, 30-го будет концерт. Ну, в принципе, новые песни, как обычно, будет ансамбль танцевальный, новые мысли будут озвучены на этом концерте. Вот. Что значит новый Ну, мысль? Ты будешь говорить? Ты перешел в этот разговорный жанр? Дело в том, что это как-то все само происходит в жизни. Может, мудрею
может быть, что-то. Но уже не просто выходишь и поешь, уже задумываешься над тем, что говоришь. Вот. На что над тем, что поешь? Ты просто раньше ты пел просто про любовь, сейчас поешь Не, про ну, любовь. Не, сейчас про любовь, но уже задумываюсь. Да, А нужна ли эта любовь? Вот. О боже, как ты прекрасна, ну прекрасна ли ты на самом деле, или это мое личное восприятие? Возможно, кто-то другой смотрит на это, но кто я, чтобы это обсуждать, это разворачивается, Песню такую. уходит, да. Нет, Есть ты куча видел эти демотиваторов, ты знаешь, Демотиваторы, что? да. да. Скажи, вот демотиватор это действительно как бы твое, или знаешь, или это или я кто-то просто... ворую, или с Гугла, да? Там. Не, ну это может быть кто-то сделал даже, может это не твоя мысль. Не, мне мысли мои, Мысль твою, эти Ренат мысли мои, Каримов, может, я не знаю, где-нибудь с кем-то, когда-нибудь там, может, что-то пересекается, я не знаю, но на самом деле как-то пишу сам, стараюсь сам. да? Да, и, А можешь ты хоть один сейчас демотиватор какой-нибудь свой, в смысле, одну мысль? ну, их много. Ну, одну, которая самая тебе больше всего нравится. Ну, какую-то там, знаешь, Порадуй, если ты порадуй. не хочешь выйти на улицу, значит, не выходи на улицу. Ну, например, единственный язык, который не нуждается ни в каком переводе и понятен всем без исключения, это язык души. Самое плохое, что я могу сделать, это не сделать ничего хорошего. Вот это вот самый сильный, по-моему, твой. Бурное обсуждение в интернете, кто ты все-таки по национальности. Отец даргинец, мама чеченка, а я человек мира. В общем, человек мира ты, да? Человек мира, все, я это понял. Не, а что надо говорить? Я просто скажу так. Ну, на самом деле, почему я это говорю? Потому что то, что я делаю, я сегодня человек публичный. В первую очередь публичный. И сегодня я выхожу на людей. То, что я говорю и то, что я несу, это имеет очень большую ответственность. Но не для нас двоих, понимаешь? Нет, да на Это самом большой плюс. Когда надо завтра судить. скажешь, к чему они призывают? Не, мы не против, чтобы ты к чему-то призывал, на самом деле. Мы против, чтобы ты был вот такой, вот как последние 20 секунд. Здорово, что ты, в общем, что ты человек мира. Мы тоже люди мира. Вот ислам, например, тоже, у которого и отец чеченец, да, и дед чеченец был тоже человек мира. Правда, его дед был диким чеченцем. Что делает его настоящим чеченцем в итоге? Мы видели твои клипы, видели демотиватора и представляли другого Рената Каримова, который такой же человек, как на сцене. А сегодня перед нами сидит Платон. Я такой же, кстати, на сцене. Серьезно? Да. А вот это вот, Этого. А где вы это видели? когда танцуешь, этого... Вы какого Задорного парня. Вы Какой год? какого года записи смотрели, ребята? Ренат, скажите, пожалуйста, а вы еще, кроме чеченских песен, умеете какие-то песни петь? Ну да. Какие? Ну, на даргинском пою, на русском пою. Да, не, я имею в виду, кроме Вот Кавказа. на индийском спел, вот сейчас как зашел. Или там... А вот эта песня, вот это вот, я ее так частенько вижу на одном из каналов на Триколоре, вот это вот. Деньги есть, есть, у А. тебя много и хватит. Что тебя толкнуло спеть эту песню? Что? Продюсер Что? или... Нет, кстати, мне эта песня очень сильно нравилась. Это старая песня. Я ее видел, Да, да. это старая песня, Тебе я знаю, не но хватало... я не ожидал, У после тебя этого- много и... Вот этот танец, да. Я просто не ожидал, что после сегодняшнего разговора, когда... А, кстати, там не я прошу денег, а наоборот у меня спрашивают, есть? Я говорю, есть. Не, а мне вот это интересно. Мне просто неожиданностью стало, что вот ты здесь сидишь как Философ. наследник, да, Аристотеля, здесь сидит, размышляет, элементарного деньги есть, и, вот ты какой, значит, надо было с этого начать. Я хочу вернуться к вопросу, в смысле не к вопросу, а к концерте. Ты, во-первых, не сказал, где он будет, потому что будет масса желающих прийти, а нашу передачу, как бы тебе это не нравилось, нашу передачу смотрят, любят, масса людей В Колизее, в Колизее. да, 30 мая, Во сколько? точно не помню, или Какие еще 18:00, или в 19:00. Кто еще приглашен? Вы знаете, пока это небольшой секрет. Да? Да. Будут великие Может быть, звезды? кто-то будет, да, из бессмертных. Ну, единственное, мы знаем, что сегодня с тобой сюда в студию пришел Джамиль Загиев, он сидит у нас среди зрителей. Но он так... Он как дополнительное приложение. Скачал Рената Каримова, получил 2
Может быть, кто-то будет из бессмертных, вот, посмотрим. А Ну, бессмертный для тебя кто? Это вот, почему для меня? Фредди Да, Меркьюри, вот это. бессмертные, они же все бессмертные здесь. вот. Кто? Я понял, о чем речь. Кто будет? Я же говорю, я не знаю. Бессмертные, такие из непредсказуемые, да. Ну, если до 30-го очень мало времени осталось. Кто-то из российской там страны. будет, да, все-таки? Ожидается? Должен быть, посмотрим. Участие крупных Идут звезд. разговоры, идут переговоры. Переговоры идут Да, все-таки. пытаемся его чуть приземлить, пока не получается, но думаю, то что-то есть получится. Я все-таки, такого мне что-то, уровня. мне начинает приходить в голову мысль, что это все-таки Стас Михайлов или Григорий Лепс. Давайте вместе, может, он Да, вас да, услышит. возможно, это Стас Нет, Михайлов, я- возможно, Григорий Лепс. Давай для наших зрителей какую-то интригу создадим. Ну, Здесь идея самое главное. это- Будет идея, будут и деньги. Вот такой. Вот это моя цитата, можешь себе взять. Вот такая жизненная позиция у меня. Что ж, это здорово, концерт это всегда здорово, тем более твой концерт. Ты с какими-нибудь крупными продюсерами сейчас, с кем ты С щас, бессмертными? Да, да. Ну, ты их так называй. Кто тебя поддерживает вот так? Никто. Там Матвиенко, там, Один типа. Дробыш. Есть такие люди? Вы знаете, вот я Jay-Z, сейчас например. поэтому, я не знаю просто, опять сейчас я начну, скажете что-то там умничаю. Но на самом деле здесь такая ситуация. Есть разные дороги, да, для достижения цели определенной. О, да, мы знаем. Да. Но как обычно бывает, но есть легкие пути, есть самые легкие пути. Но все-таки у меня пока, на сегодняшний день иду сам, с помощью зрителя моего, с помощью моих слушателей, которые меня вдохновляют, помогают двигаться. И скажу так, что тяжелый путь у человека, тяжелый путь, действительно, когда ты сам идешь, он намного качественнее, он намного правильнее, потому что, пройдя этот этап жизни вообще, то есть ты мудреешь, ты набираешься, то есть ты пришел туда не какой-то там зеленый соплячок, там, который ничего не знает, все вышел, спел, поулыбался, ты уже, у тебя определенная мудрость, определенный опыт, тот опыт, который ты можешь нести сегодня людям. Я вот сейчас повторюсь, действительно, люди, которые тебя знают, так и говорят, что Ринат Каримов, в принципе, как бы это банально не звучало, сам себя сделал. В плане репутации все в порядке. У вас программа как называется? Вечерний Молсар, да? Вот, молодец. Вечерний. Что ж, друзья, сегодня это была первая официальная шутка от Рината Каримова. Давайте поаплодируем ему. Ну вот я вот все научился делать. Философствовать, танцевать. Танцевать умеешь, да? Да, но петь пока не научился еще. Ой, ну ладно. Ой, все, бывает. Сейчас. Под конец программы начал такого уже скромного. И все, мы поняли уже твою жизненную позицию. Все уже. Оставь, забудь. По традиции мы в конце засчитываем вопросы телезрителей нам. Сегодня наверняка у телезрителей есть вопросы и тебе. Давайте зачитаем вопросы. Сегодня. Спасибо. Ты поймешь, что наши вопросы — это ничего по сравнению с тем, что, ну, по крайней мере, устраивают нам, наши телезрители. Итак, у нас здесь две такие маленькие пачки вопросов, которые я Одни буду тебе, по одни очереди. нам. Да, так, это не надо пока. Так, Ринат, Мухо спрашивают. Законно. Законно. Так, еще один вопрос Ринату. Какой самый романтичный поступок вы совершили в своей жизни? А вот это его тема, вот здесь вы попали. Самый я не могу сказать, я просто сейчас вспоминаю, действительно их много было. Для кого-то, может быть, это романтика, для кого-то нет. Но это я помню, как вот и когда-то еще вот по молодости я там бензином сердечко вырисовал и спичкой поджег, и такое сердце большое. И Я ты там- посредине, бывает. Я камешком в окно, и вот он я. Это все тебе вот. Прикольно, прикольно. Вопрос Ринату Каримову. Пишете ли вы стихи? Что, где, когда? Я просто сейчас сравнил вопрос от зрителя. Да. Да, вот то, что- Вот, где ты был? Где ты был? Что, где, когда? Тара-тара-там. да. Стихи пишешь? Ну, Люди интересуются. сказать, что прям полностью, что я стих написал, нет. Но вот... Четверостишие пишешь. но, например, сегодня фактически начал работать сам.
начал сам писать, вот, по крайней мере, корректирую, помогаю. Ну, мне тоже, я не один человек, нас несколько человек. Вот, 6 месяцев над одним текстом работаем. Если вам интересно будет, конечно, я могу зачитать его. Давай. Это вот как раз именно, это не стих, это слова к песне, Да. вот, которая, даст Бог, вот, в ближайшем будущем выйдет в эфир. Эксклюзивчик, так сказать, в слова будущей песни, которая, может быть, у Рената будет скоро. Да. Будущего хита. Вот, очень долго готовились слова, потому что каждая строчка очень... Каждая буква даже. Можно его назвать выверенным текстом. Читаю. Так уж случается в это нелегкое время. В мире огромном находим мы то, что не ищем. Любим, потом проклинаем. Дружим с сомнением на сердце. Что же мы делим в жестокой войне без конца? Припев. Люди, не ждите взамен, творя на земле добро. С верою пусть в ваше сердце приходит любви тепло. Лишь победив в себе ложное все, обретаем мы истину в Боге. Его я молю, не дать мне свернуть с пути прямого. Лишь победив в себе ложное все, обретаем мы истину в Боге, ведь жизнь коротка, а времени так немного. Наши слова и дела не проходят бесследно. Главное не опоздать и исправить ошибки, не потерять свою душу в спешке за праздной мечтою, изберечь чистый свет, что есть в сердце твоем. Браво! Это не вырежут? Это, более того, не вырежут. Мы Это туда еще формат? музыку, Это да. формат? Мы еще музыку Да, добавим. музыку накинем, может, еще аудиоформат из этого сделаем, закинем куда-нибудь. Подпишем Ислама Мергов и все. А потом скажем, что это наше. Я понимаю, конечно, все. Давайте дальше. Чеполдж или пицца? Вот такой вопрос. Чеполкш. Железно. Это знаешь, как один... Можно вот историю про Чеполгаш сказал? Историю одну расскажу. Один турист приехал, говорит, Куда? В Москва-Бад? в Чечню приехал турист, и... Куда он сказал? Шутка номер 2 от Рената Каримова. Москва-Бад. Приехал сюда, и когда уже домой приехал, говорит, знаете, что вам? А ему говорят, что тебе больше всего понравилось, говорит, чеченской кухни? И он говорит, че больше всего мне понравилось, говорит, Че-1 епалгаш. Это в меню написано Че-1 епалгаш. И он говорит, Че-1 епалгаш. Вот так он назвал Чепалгаш, кстати. Вот такая история. Да. Блюдо Один вкусное, я прекрасное, очень вкусное. Так, продолжаем. Кого из мировых звезд вы бы хотели видеть в своей студии? Но он уже здесь сегодня. Это какой-то романтичное какое-то в Так. своей студии. Да. Тебе вопрос. Почему не на сцене там, например, там или там? Не, вот здесь Это, просто... это нам это- вопрос. вот Нам всё, вопрос. я Нам извиняюсь. вопрос. Не все же тебе. Здесь, короче, и тебе, и нам вопрос. Да. Меня просто вот сразу предупредили, вы мне сказали, что мне будете тебе, и задавать. нам. Я думаю, какой логотип, что вот эти Ты в что ли? размышлениях ищешь? Какие логотипы? Кстати, заметьте, пиджаки у Рената бывают всегда такие Да, да. прикольные, такие классные. Кто тебе их шьет, кстати? Или ты сам? Шамхал. То есть под- Есть такой Шамхал? модельер. Да. Долдаев, что ли? Да. Долдаев мне музыку пишет, песни А, да? Пишет все-таки? Шамхал, да. Шамхал. Он решил все начать заново, но так как фантазии мало, просто одну букву изменил. Да, Шамхал. Ислам, давай продолжим. По-моему, тебя никак не волнует, да, хронометраж нашей программы? Не, нормально. Да, вот, а дальше не хотите тему развить? Интересно же. Пиджаки? Почему именно такие рисунки? С какого ковра ты его там содрал, Давай про пришил? ковры не будем, сейчас здесь опять начнется. Бывает. Нас здесь Скажешь, с что я коврами. опять что-то там с коврами, что-то мне не нравится. Стас Михайлов или Григорий Лепс? У Лепса диапазон больше, голос лучше, там харизма своя. Стас, он больше... Меня продвигает, да? Ренат, с кем из иностранных певцов вы хотели бы выступать в дуэте? И если такой опыт уже был, то с кем? Да, имя. Я не знаю, да мне бы хотя бы с нашими выступить. Вот, я все вспомнил. Все, сейчас вспомнил. Металлика. С Металликой хотел бы Конечно. спеть. О, Я бы на это посмотрел бы. Я бы посмотрел, бы, как
Да, они в своем образе, и ты в своем бордовом пиджаке. Это было нечто. Я бы Не, себе дал, почему чтобы они, это посмотреть. у них есть и солидные, серьезные песни, и Я выступления. не сказал, тоже. что они у них нет серьезно. Я просто говорю, их образы. Они Он даже сказал, с что у тебя их симфоническим нет. оркестром у них даже концерт есть. Почему? У них очень такой нормальный образ. Они очень себя порядочно ведут. Я знаю, Ренат. Это я за твоей карьерой не слежу, за карьерой ребят из «Металлики» я слежу. Ренат, тебе вопрос. Вас раздражает или вам льстит, когда вам говорят о сходстве со Стасом Михайловым? Оказывается, это серьезная тема, я не знаю. Оказывается, серьезная тема, которая обсуждалась. Да не, ну почему меня должно что-то раздражать? Во-первых, я еще раз на сегодняшний день хочу выделить именно этого артиста как пример. Как пример остальным артистам. То есть человека, не который просто там поет там или еще что-то делает, который очень, как бы сказать, несет в люди очень правильные мысли, правильные идеи. Вот. Фанат его, Не, ну я фанат правды, я фанат ценностей человеческих, я вообще фанат человека. Серьезно? Да. Прикинь, молодец. Вот. И если Вы я потом вижу, объясните мне, что это что такое. человек созидает, человек творит, и человек действительно несет пользу, то я, конечно, фанат этого. Я фанат пользы. Я фанат... Фанат пользы. Ребят, Керимов, фанат пользы. Та-дам. Ренат, а вы нашли свою вторую половинку? Тут спрашивают. Ну, пока нет. А? Пока нет. Это твой шанс. Это твой шанс. У него связи со Стасом Михайловым, бордовый пиджак, и он свободен. И он фанат пользы. И он еще дуэтом хочет спеть с «Металликой». Да, еще хочет. Как будто остального всего мало. Лезгинку причем. Ислам, кто твой стилист? Нравится твой стиль? Двойной комплимент, да? Типа я сам выбираю Как его себе звали? одежду, Шамхал? Шамхал. Шамхал Далдаев. Меня тоже одевает Шамхал. да? Я тоже, кстати. Вон, как бы Одеваю сказать. тебя. Так, почему стена кирпичная? Глупый вопрос. Почему бы вам не сделать музыкальную рубрику в конце программы постоянной? Отличная идея, мы медленно к этому идем, честно. И последний вопрос Ренату сегодня. Так, занимаетесь ли вы благотворительностью? Как объяснить людям, что она должна быть не разовая, а систематическая? Серьезный вопрос. Это его сейчас область как раз, где он может развернуться спокойно. С разворота бывает, да. Нет, на самом деле занимаюсь, конечно, занимаюсь по возможности. Вот. В принципе, сегодня, я думаю, в любом случае уже намного это все лучше стоит, чем, например, там вчера. Не каждый может смотреть завтрашний день, но это... Не, ну, серьезно, да, есть потихонечку, ну, как бы сказать. Я не считаю, что все так плохо, что там она систематически идет, просто потихонечку люди все втягиваются в это, помогаем. Короче, ты Ну, я не знаю, занимаешься там, где ты я... Ты благотворительностью занимаешься благотворительностью. Ну что тогда более конкретно, что это Деньги ты означает? даешь, короче, бедным Конечно, людям. Конечно. Он дает деньги бедным людям. Ренат Каримов занимается благотворительностью. Так и запишите в протоколе. Я сегодня понял две вещи. Во-первых, Ренат Каримов формулирует ответы так же долго, как Ислам формулирует свои вопросы. Это первый момент. Второе, это то, что бы мы сегодня не говорили, у нас действительно необычный гость. По-настоящему необычно. Ты для меня сегодня открытие, Ренат. Я скажу честно. Поэтому мы сейчас плавно перейдем к завершению, но это еще не все. От нашего гостя нам, студии 94, для всех наших телезрителей, большой подарок. Сегодня в нашей студии будет премьера новой песни заслуженного артиста Чеченской Республики Рената Каримова.
Дехухе хоминик пур баловист хиласуна Безамах догучу сейда гахдерг цадала Силчога езаш хохилча قيتا حاجة حاسوخ إيشدا ترلو رايقانو خرцона دوك داخراني قشوي خيدا دحشيلا چوغانينو سونا цаларах аста дахрицкана يوزانو دوك تديلوش أساتيسوش حيقا سياو خنيسا تخنيسا سقاني حو بيخر بوسيتا ويلان سحوخ دوك تديلوش أساتيسوش حيقا سياو خنيسا تخنيسا سقاني سيال خنيسا تخنيسا سقاني يا حرا حسينا جيتش حنحيتsa سديسنا ويلانيح دايما حبرجي نور دجا حرشاش بيخسو حاجة ساتيسوش دوك ديلا تلوش حو حيتsa بيه حو منك دنيا نشوح سير سجون داخراني قشبي خيدا دحشيلا چوقانينو سونا цаларах قاستا دحريцкана يوزانو بيخر وسيتا ويلان صحوخ دوك سديلوش أساتيسوش حيقا سيال خنيسا تخنيسا سقاني حو بيخر وسيتا ويلان صحوخ دوك تديلوش أساتيسوش حيقا سيال خنيسا تخنيسا سقاني سيال خنيسا تخنيسا سقاني تديلوش أساتيسوش حيقا سيال خنيسا تخنيسا سقاني حو بيخر وسيتا ويلان صحوخ دوك تديلوش أساتيسوش حيقا سيال خنيسا تخنيسا سقاني سيال خنيسا تخنيسا سقاني Браво! Браво! Круто!
Ренат, спасибо тебе большое, что пришел сегодня к нам в студию. Дейл Рейсхилл, ты Масарнахил. харизматичный, необычный человек. Это тебя Очень сильно приятно тебя отличает видеть у нас в от гостях. всех наших звезд. Спасибо. Большое удачи на концерте. Обязательно Мы придем. 30-го увидимся. Что, залетел? телефон это забыл. У нас есть. Ищи номер Стаса Михайлова быстрее. Ищи номер Стаса Михайлова. и Нормальный гость ты- еще. Ты сможешь таким томным голосом, как Ренат, говорить? Стас, Стас, мне нужны твои деньги, твоя одежда и твой мотоцикл. твой мотоцикл. Ну, как Терминатор, Да, да. может, он его не Стас называет. Скажи просто «Эй». Эй. Слышь, Слышь, да. Так, давай закончим. Все. Во-первых, Ренат, молодец. отличный Замечательный парень, человек. да, молодец, такой, знаешь, Сегодня действительно была знаком- серьезный контука, короче. Что ж, друзья, это была программа «Студия 94». Увидимся. Всем всего доброго. Спасибо До большое. свидания. Wanna rock this city off the ground. Wanna lift you up. Wanna rock till the morning down. Morning down. All I wanna do is put a smile back there on your face. Just